Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов, и микрофону ведущая Саргалана Антонова. Инсульт – это одна из самых серьезных медицинских проблем во всем мире. Случается он внезапно. Проявление нечасто распознается человеком и близкими как инсульт. А эффективная медицинская помощь может быть оказана только в первые несколько часов после удара. И только в этом случае человек может восстановиться практически полностью и не стать инвалидом. Главные причины инсульта – мифы вокруг него. И главное – как не пропустить удар у своих близких. Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с гостем нашей студии. Это врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Республиканской больницы номер 2, президент благотворительного фонда «Мы вместе», руководитель проекта «Жизнь после инсульта», помощь в адаптации Артем Павлович Науменко. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха Радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Артем Павлович, первый вопрос я хотела бы задать относительно самого заболевания инсульт. Расскажите, пожалуйста, что он собой представляет и чем он опасен для человека, пожалуйста. Первая опасность у инсульта то, что он внезапно. То есть он может, конечно, предупреждать человека, давать какие-то ему намеки, что нужно что-то менять в своей жизни. Но в конечном итоге он возникает неожиданно. И эта неожиданность, она-то и пугает людей, когда все возникает очень быстро. Инсульт или по-другому еще называют инфаркт мозга, это заболевание, которое инвалидизирует и достаточно большой процент при этом имеет. То есть пациент после инсульта, если ему вовремя не была оказана квалифицированная медицинская помощь, риск инвалидизации у него очень высокий. Угу. Насколько мы знаем, я прочитала предварительную литературу, накануне эфира, бывает двух видов. Расскажите, пожалуйста, о каждом из них и какой из них развивается чаще у современных людей? Есть не два вида, их чуть больше. Начнем с того, что есть ишемический инсульт, который возникает на фоне закрытия сосуда тромбом, бляшкой. На фоне этого происходит нарушение кровообращения, то есть кровь не поступает по этому сосуду к какому-то бассейну, и возникает ишемия, которая как следствие проявления бывает, уже есть инсульт ишемический. Есть геморрагический инсульт, который возникает на фоне разрыва сосуда, на фоне высокого артериального давления. Когда стенка не выдерживает, лопается, происходит кровоизлияние в ткани мозга, это геморрагический. Есть субарахноидальное кровоизлияние, которое возникает на фоне разрыва, как правило, аневризмы. Это врожденная, чаще бывает аномалия или приобретенная слабость стенки сосуда, выпячивание, и на фоне высокого давления не выдерживает, лопается. И есть транзиторные ишемические атаки. Это, как мы называем, прединсультные состояния. То есть, это когда у пациента есть симптомы инсульта, но они регрессируют, то есть, проходят полностью в течение суток. Если у человека возникла слабость в руке, в ноге, изменилась речь, и за сутки она у него прошла, мы его делаем нейровизуализацию, делаем МРТ головы, и там нет очагов, ни ишемии, ни других видов инсульта, то выставляется диагноз транзиторная ишемическая атака. Но здесь важно понимать, что симптоматика должна пройти до суток. Угу. Какова статистика сегодняшнего дня? Вообще, сколько человек за год становятся жертвами инсульта? Вы владеете такой информацией? По последним данным, около 2500 это только по Якутии, и больше 1300 человек по городу Якутску за год примерно в среднем проходит. То есть, это достаточно большие цифры. Угу. А действительно ли утверждение о том, что сегодня у нас инсульт молодеет? И почему это происходит? Инсульт действительно молодеет, и он молодеет уже давно. Я могу сказать, что на мое личное наблюдение, лет, наверное, последние, может, 5-10, молодеет поколение, которое поступает с диагнозом инсульт. Это работоспособные люди от 28-30 лет до 45 лет. То есть, та самая прослойка населения, которая максимально должна быть эффективна на работе, реализовывать себя в жизни, социализироваться, они, к сожалению, попадают к нам. И здесь первая причина, на мой личный взгляд, это когда сам человек гонится за
карьерой, гонится за тем, чтобы помимо работы иметь возможность хорошо отдыхать. Отдыхает молодежь у нас многие активно. Эта активность может быть не только где-то в каких-то тренажерных залах там, или на каких-то активных играх. Это чаще какие-то увлекательные заведения увеселительные, где есть различные вредные привычки, так называемые. Да? Помимо этого человек тоже имеет эти вредные привычки, там курит каждый день. И все это в конечном счете его организм изнашивает. И он мало обращает на себя внимание. То есть сказать по обращаемости молодого поколения в поликлинику я не могу, но могу вам точно сказать, что когда общаешься уже с пациентами в отделении, говоришь, как давно вы ходили к врачу, в большинстве случаев ответ давно. То есть они не имеют времени на это. У них днем работа, вечером надо немножко отдохнуть от работы. Это законное их желание. Отдыхают все по-разному. И, конечно же, это все приводит к тому, что спят они мало, организм начинает напрягаться, плюс различная еда, очень вкусная, но не всегда полезная. То есть нельзя между ними так равно поставить. Все это приводит к формированию бляшек, к неконтролируемому давлению. Очень много молодежи стало с высоким давлением. То есть ему 25-30 лет, у него давление под 200 может быть. И это факт. Очень многие люди ночами не спят из-за того, что могут там сидеть в компьютерах, играть до утра. То есть днем он работает, ночью играет, 2 часа поспал, пошел на работу. То есть тоже, опять-таки, вид развлечения, вроде неактивный, вроде без вредных привычек, но по факту влечет к последствиям. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 1166. И сегодня тема нашего разговора – это инсульт, причины его возникновения, а также восстановление после инсульта. Если у вас есть вопросы к моему собеседнику, то, пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а мы идем дальше. Каковы вообще общие факторы риска? Кто у нас в группе риска находится? Ну, начнем с того, что группа риска – это те люди, у кого есть сахарный диабет в любой форме. Это все отягощает течение воздействия на сосуды, которые и являются причиной их дисбаланса, причиной инсульта. Это высокий уровень холестерина, пациенты, которые не знают свое артериальное давление и не принимают никакие меры для того, чтобы его стабилизировать, если оно, допустим, у них высокое. И есть такое заблуждение, что только высокое давление вызывает инсульт. Хочу это развеять. Если будет у пациента сильно низкое давление, неконтролируемое низкое, ниже его нормы, это тоже может привести к инсульту. Конечно же, густая кровь – это человек, который, особенно вот после ковидные дела, если он не сдавал анализ, не контролировал свою густоту крови, реологию, то тоже может привести к образованию тромбов. И малоподвижный образ жизни. Хорошо, а у нас телефонный звонок. Алло, давайте послушаем его. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос такой, вот аневризма головного мозга, она само по себе исчезает или нет? Но это больше к нейрохирургам надо, но скажу так. Аневризма, если вам ее выявили где-то по МРТ, вы можете ее еще продублировать, пройти КТ-ангиографию для того, чтобы уже точно знать ее размеры, и по результатам сходить на консультацию к нейрохирургу. Аневризма, если она маленькая, она не то, что может уйти, она просто вам не даст никакой клиники, то есть она не разорвется. Если она размеров уже, которые может разорваться, рвануть, то, конечно, к нейрохирургу и планово лечение уже в нейрохирургическом отделении, то есть их очень хорошо клипируют в наших условиях здесь, поэтому наблюдайте себя, то есть не оставляйте этот момент на потом. Аневризма – это в голове, если она большого размера или среднего размера, это бомба, которая может при определенных обстоятельствах у вас взорваться, разорвется сосуд и будет уже тогда субарахноидальное кровоизлияние. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. У нас показывает режиссер, что еще один телефонный звонок. Давайте его примем тоже. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ага. Мы, да, кого-то вы? Алло. 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 Угу. Ага. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем. Ага. Сахалы грабет. Бихи сотрутаты суталпыт. Январига. Москвага билет в парди меи мозговой центр, реабилитационный центр. Он на барарагана вот он хайда хлеб потешеби вот она через Минздрав. Хорошо, вот радиослушатель спрашивает, что у них в семье кто-то из родных перенес инсульт, они хотели бы получить квоту для того, чтобы пролечиться в Москве.
Квоту по поводу чего? Ну, имеется в виду, инсульт случился здесь. Да. Они прошли лечение, но они еще хотят дополнительно обследоваться, видимо, в Институте головного мозга. Но им надо через поликлинику, все эти квоты делают уже и терапевт, если сочтет нужду. Просто нужно распределяться, если это требует высокотехнологичной медицинской помощи, то есть по линии нейрохирургической помощи какой-то, то есть сложная аневризма, еще что-то, на это, конечно, все документы оформляются, и он летит в тот институт, который на данный момент готов принять этого пациента, ну, имеет такую техническую возможность. Если это просто ишемический инсульт, то я не думаю, что как-то это получится. Надо разбираться индивидуально. Вот конкретно в этом случае узнать, какой у них был инсульт, какой у него дефицит и целесообразность поездки в Москву. Хорошо. По каким первым звоночкам можно понять, что пора, например, бить тревогу? Что вообще нужно знать родным, близким об инсульте и его проявлениях? Ведь он, как мы сказали, уже возникает очень стремительно. Ну, первые признаки, симптомы инсульта, если про это, то здесь важно не упустить время. То есть, мой вам большой совет – смотреть на своего близкого. Если это ваш близкий человек, то вы его знаете, вы знали, как он разговаривает. Если вдруг вот с вами в беседе по телефону говорит как-то не связано, смазано, или вы ему говорите вот в жизни что-то, он вас не понимает, возможно, у него речевые нарушения. Если вы видите, что он как-то двигается не так, наших пациентов очень часто видно, то есть, у него одна рука, нога уходит, движение пропадает, он начинает двигаться. Чаще всего это является симптомом. То есть, посмотреть на пациента, и есть такой тест, FAST-тест называется. Буковка F – это face. Посмотреть на пациента, не скривилось ли у него лицо. Если у него лицо, допустим, упала правая половинка лица, попросить его улыбнуться. Он не сможет улыбнуться прямо. Вторая буковка А, вот FAST-тест, это arm, рука. Попросите пациента поднять руки вверх. Если у него будет рука падать, то это признак инсульта. Третья – это S, буква speech. Попросите его назвать свое имя. Каждый человек знает свое имя. Очень просто. И четвертое – это time, время. То есть, если вы увидели все эти три симптома, незамедлительно фиксируйте время, во сколько это случилось. Для скорой помощи звоните в скорую помощь, говорите у пациента инсульт. И когда приедет скорая, расскажите, во сколько это случилось. Это максимально важно, потому как когда пациент приезжает в стационар к нам, мы смотрим в момент от начала заболевания острое, для того, чтобы ему оказывать высокотехнологичную помощь. Это очень важно. Хорошо. А вообще, как правильно оказать помощь больному до приезда скорой? Вот, например, мы увидели, что у человека инсульт, да? Например, он упал. Каким образом мы можем ему помочь? Ну, если он у вас упал, и у него есть судороги, такое часто бывает, когда разрывается аневризма или геморрагический инсульт развивается, то ни в коей мере пациента не держать на спине. Надо его повернуть на бок. Никакие предметы в рот сувать ему не надо. Ничем пытаться открыть ему рот не стоит, ни ложками, ничем. Просто поверните или его, или голову на бок, для того, чтобы в случае, если будет у пациента непроизвольная рвота, не было аспирации рвотными массами. Дальше. Обязательно, если у вас есть эта возможность измерить ему давление, измерьте ему давление. Опять-таки, фиксируйте время, во сколько случилось это, запишите, какое у него давление, если есть такая возможность. Если вы знаете, что для этого пациента давление это высокое, это ваш близкий, и у вас есть под рукой таблетка от давления быстрого действия, то дать ее. Желательно разделять ее напополам, то есть целую не давать ни в коей мере, постепенно дать ее. И это будет, то есть мы не снижаем давление резко. Если, допустим, у пациента давление, вы знаете, 120, вы ему меряете, у него 180-200, половинку или даже четвертинку таблеточки дайте под язык и вызывайте скорую, ждите скорую. Все, ваша задача на данный момент зафиксировать время, зафиксировать давление, не дать ему рвотными массами подавиться и вызвать скорую помощь. Больше вы просто по умолчанию ничего сделать не сможете. Утверждение о том, что больному нужно давать, например, кардиомагнил, либо аспирин, это миф или правда? Смотрите, вы не знаете, что у него в голове произошло, поэтому нет. Если у вас есть глицин под рукой, можете ему дать глицина, несколько таблеток сразу, но опять-таки риск того, что вы не обладаете, как правило, человек не обладает должными знаниями для диагностики, и здесь можно навредить. Поэтому измерьте давление, дайте от давления и ждите скорую помощь. Хорошо. А есть еще вот такое утверждение, что если бы мы увидели, что у человека инсульт, то рекомендует это вот утверждение восточной, по-моему, медицины, обвязать, например, большой палец резинкой и сделать небольшое кровопускание.
Это суджок-терапия, она имеет эффективность, конечно же, да, но опять-таки человек должен обладать знаниями по этой суджок-терапии. Просто обмотать палец и тыкнуть в него иголкой, я не думаю, что будет какой-то положительный эффект. Поэтому здесь, если человек умеет, если он занимается этой терапией, может пробовать. Но я бы все-таки понадеялся больше на измерить давление и дать таблетку от давления, если оно высокое. Говорят, что после инсульта надо успеть привести человека в больницу в течение 3-4 часов, да, об этом вот Да, золотой час. часто пишут в книгах, да. А что будет, если, например, время упущено, и человеку не успели помочь, например, прошло и 6 часов, и 9 часов? Вот, для этого я и говорю, что есть, засекает человек время, и именно от него мы будем стартовать уже, когда он будет в стационаре. То есть, если пациент попадает в нужное вот это терапевтическое, так называемый, золотой час, то мы ему можем делать высокотехнологичную помощь. Это может быть тромбоэкстракция, то есть и вытаскиваем, простым языком, вытаскиваем тромб из сосуда, который задерживает кровообращение. То есть находим его, вытаскиваем, все это делают наши ангиохирурги, генхирурги. Может быть это, может быть тромболизис ему будет проведен, то есть препаратами будем растворять тот тромб, который там находится. Он явился причиной, мы его растворили, кровоток восстановился, ишемия не наросла, человек восстанавливается быстрее. Именно здесь важно. Но есть определенное вот это время, которое уже годами апробировано, и мы знаем, что именно в это время надо вот успевать. Если будет больше, к сожалению, этот метод просто ему не пойдет. Например, у человека случился инсульт. Вообще, что нужно делать, чтобы как можно быстрее восстановить его? Во-первых, если у пациента случился уже инсульт, и пациент, смотрите, тут надо разделять категории, как у пациента, какой дефицит есть неврологический. Есть в одной палате может лежать несколько человек с одним диагнозом на бумаге, но один будет вставать, ходить, второй будет присаживаться только, а третий будет лежать и требовать ухода. И вот у каждого из них действия родственников будут разные, но общее у них все равно есть одно. Они должны вместе с этим пациентом изменить свой образ жизни. Свой, потому как пациент рано или поздно приедет из стационара домой. И если он до этого у него была привычка, не знаю, там, курить и вкусно есть, но не следить за собой, если все вокруг будут делать то же самое, то, естественно, будет хуже, и пациент вряд ли сможет адаптироваться. Хотя, к сожалению, есть у нас моменты, когда у нас пациенты не хотят ни в какую, не бросать вредные привычки, ничего ни в коей мере. Считают, что все хорошо. А родственникам очень важно помогать пациенту, чтобы он не чувствовал, что он для них стал обузой. Особенно, если это касается категории самых постельных пациентов, которые требуют ухода и находятся в большинстве своем в горизонтальном положении. Если пациент начнет ощущать, что он кому-то вызывает какой-то дискомфорт в доме, то, конечно, это психологически ему никак на пользу не пойдет. А вы, как врач, вот когда смотрите на пациента, сразу понимаете, что, например, с одним все будет хорошо, а с другим нет? Но здесь предполагать можно, да. Предполагать можно на пациентов, посмотрев его анализы, состояние внутренних органов, предположить, у кого какой может быть исход, да. Мы, конечно, не экстрасенсы ни в коей мере, но, имея определенный опыт, предположить можно. Все может обернуться по-другому. Инсульт – заболевание непредсказуемое с точки зрения, что, находясь в стационаре, у человека может случиться инсульт. То есть один наложится на второй. Такое бывает. И это не редкость, и здесь невозможно никак остановить этот процесс. То есть это происходит по непреодолимой силе. Но в большинстве случаев, да, предположить можно. Я знаю, что вы активно работаете с родными больных, проводя школы инсульта. А вот какие знания получают здесь люди и вообще где и когда проводятся такие занятия? Да, сейчас у нас на территории города Якутска, и не только, так как мы выходим в режим онлайн, но те, кто проживает на территории города Якутска, они могут стать участниками моей выездной школы инсульта. Для этого необходимо, конечно же, со мной связаться, и мы обсудим, когда и как это можно сделать. Абсолютно безвозмездно, никаких трат не надо, единственное, согласовываем время. Школа инсульта сейчас проходит в рамках нашего проекта, который мы выиграли при фонде президентских грантов. Называется «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации. Версия 2.0». И мы этот проект реализуем при поддержке фонда президентских грантов президента Российской Федерации.
Хорошо, дорогие друзья, а подробности о реализации этого проекта, о том, как можно к нему присоединиться, вы узнаете далее в нашей программе. Сейчас вас ждет небольшой рекламный блок, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня, я напомню, тема нашего разговора – это инсульт, его причины и восстановление после инсульта. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и сегодня разговор посвящен теме инсульта, его последствиях и профилактике. Это заболевание, как мы знаем, возникает стремительно, и поэтому очень важно распознать его первые признаки и срочно обратиться за медицинской помощью. Как восстановиться после инсульта, от кого и от чего зависит процесс адаптации, и как уберечь себя от инсульта. Об этом и многом другом сегодня мы говорим с гостем нашей студии. Я напомню, что это врач-невролог неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Республиканская больница номер 2, президент благотворительного фонда «Мы вместе», руководитель проекта «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации» Артем Павлович Науменко. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 1166. Ну что же, Артем Павлович, мы говорили о том, что вы активно работаете с родственниками больных, проводите школу инсульта. Да? Расскажите, пожалуйста, вообще, как организован этот процесс, как работает эта школа? Ну, благодаря тому, что есть социальные сети, такие как ВК, Телеграм, это все вышло уже за пределы помещений, и теперь это все в режиме онлайн тоже есть. Но помимо этого я хочу сначала остановиться на том, что есть в режиме офлайн. Это те, кто проживает здесь, в городе Якутске, они... Это, как правило, пациенты после тяжелых исходов инсульта. У родственников очень много вопросов, и я готов приехать ответить на все эти вопросы, рассказать в режиме офлайн, как нужно обстроить помещение, где будет находиться ваш близкий. Это можете сделать в моменте, пока еще пациент находится в стационаре. Мы можем договориться, я приеду, или это уже будет, когда пациент будет уже дома. Там советов будет очень много. Также расскажу про факторы риска, то есть про то, что каждый должен понимать, раз у его близкого случится инсульт, вы тоже находите в этой группе риска по умолчанию. Те, кто в онлайн-режиме, то это все проходит по предварительной, конечно, оповещении. Для этого есть у нас социальные сети, ВК, там все выкладывается в течение дня, если обязательно подписывайтесь. ВК доктор Науменко, мой ник, в Телеграме доктор Науменко, мой телеграм-канал, и есть телеграм-канал школы инсульта, называется «Инсульт. Школа инсульта». Вот на все эти канальчики подписывайтесь, и мы с вами там будем коммуницировать. Я отвечаю там на вопросы, вы смотрите, как проходит тот или иной день. В общем, максимально ничего не скрываю и даю максимально много полезной информации. Ну вот я поняла, что вы сказали, занятия в школе инсульта, они бесплатные. Они бесплатные. Да, а вот выезды, консультации тоже ваши бесплатные. личные? Это все идет в рамках школы инсульта, абсолютно бесплатно для жителей города Якутска. Все, что нужно, это связаться со мной. Мы с вами обговариваем время, и я к вам приезжаю, и все мы с вами в режиме, вот я стою перед вами, вы задаете вопросы, я вам отвечаю, помогаю вам в переоборудовании помещения. Действительно, очень много у людей хороших откликов после моего посещения, потому как, действительно стоит неправильно кровать, не в том месте, не так. Вот эти все нюансы, они делают комфортной жизнь не только пациента, вашего близкого, да, у кого инсульт, но и вашу. Вы живете с ним, коммуницируете с ним в этом месте. Вот эти все нюансы я рассказываю. Поэтому обращайтесь абсолютно бесплатно. Я на связи 24/7. Я думаю, действительно, дорогие друзья, что это очень актуальная информация. Мне кажется, это очень важно, когда доктор действительно может приехать на дом к пациенту, дать отдельные советы его родным, близким и даже проконсультировать их. Да? Это очень важно, и это дорого стоит. Как мне кажется, вот сейчас общество стало более просвещенным в проблеме инсульта. Вот на ваш взгляд, как врача, как человека, который непосредственно работает с людьми, ваш взгляд? На мой взгляд, что сейчас каждый второй уже слышал про инсульт. К сожалению, не каждый из них задумывался о том, что это может случиться с ним. Но если спросить человека, вы слышали про инсульт, они говорят, да, слышал. Даже это будет молодой человек, там, 18 лет, 19, 20 лет, который там на скейте катается, и его спросить, скажет, да, слышал, но не видел.
И вот, на мой взгляд, меняется у людей мировоззрение в тот момент, когда они видят своего близкого. То есть, пока не коснулось их, они как-то в стороне находятся. А мне бы хотелось, чтобы это не коснулось их. Вот всегда говорят, профилактика, она дешевле лечения. То есть, мой проект «Школа инсульта», «Школа инсульта» в формате моего проекта «Жизнь после инсульта. Помощь, адаптация. Версия 2.0», он направлен на то, чтобы людей, помимо того, что уже помочь бороться с инсультом, последствиями, но не допустить новых. То есть, рассказать людям, что может быть, если они не изменят тот или иной образ жизни, не обратят на себя внимание, к чему это может привести. И, возможно, если человек услышит, сделает какие-то изменения, то мы с ним не увидимся в рамках моего проекта. То есть, мы где-то можем увидеться в другом месте, он может прийти ко мне, например, в клинику, и мы увидимся, но я буду заниматься, допустим, его спиной или головной болью, а не лечить последствия инсульта. Поэтому людям надо об этом говорить. Ну, мы информируем людей, но тем не менее я слышала, что многие пациенты все-таки путают вот такие понятия, как инсульт или инфаркт. Ну, это путают, они путают его, по сути, правильно, потому как инсульт, это тоже, его можно назвать инфаркт мозга. Но чтобы не путались люди окружающие, мои коллеги давно разделили это понятие, назвали инсульт, это значит голова, инфаркт – это сердце. Вот. По факту это и то возникает внезапно, повреждается на фоне ишемии чаще всего. Поэтому, да, у них природа одна, органы мишени разные. При инфаркте сердце – это сердце, при инсульте – это головной мозг. А какие есть этапы восстановления после инсульта и какие задачи ставятся в каждом из них? Ну, мы начинаем реабилитацию с момента, как пациент поступает к нам в стационар. Уже в отделении реанимации с ним начинают заниматься ЛФК-инструктора для того, чтобы понять, какой у него дефицит, и расписать ему всю программу. Потом он переводится уже в отделение, с ним ведется большая работа по восстановлению. Кто-то ездит в ЛФК-кабинеты, кто-то делается прямо на месте, массаж получает. Если была возможность, когда до ковида у нас этим все занимались, родственников мы обучали прямо на местах. Сейчас, ввиду вот нынешней пандемии всей, этого мы не делаем. Именно поэтому, в том числе в моем проекте, я это объясняю на местах. То есть, процессы реабилитации и ухода за пациентом тоже есть в моей школе инсульта, которую я делаю на выездах домой к родственникам и пациентам. Поэтому здесь тоже об этом важно помнить. И третий этап, и следующий этап, это уже идет в реабилитационном центре, который у нас в городе есть. Туда отправляем пациентов, они там тоже проходят определенную реабилитацию, уже потом приезжают домой. Многие пациенты поступают в реабилитационные центры из дома, то есть там поликлиника договаривается по времени, они туда поступают. Конечно, реабилитация нужна, но у реабилитации есть еще и противопоказания. И здесь все индивидуально, то есть требовать от докторов мне надо реабилитацию не всегда правильно, потому как может быть какое-то соматическое заболевание, которое не даст возможность реабилитировать в специализированном центре, поэтому здесь пациент, конечно, должен понимать это. Хорошо, человек, например, выписался из больницы, да, и перед ним, конечно же, стоит очень нелегкая задача, да, от кого или от чего, в общем-то, зависит процесс адаптации? Ну, если, смотрите, опять-таки, если пациент может ходить в пределах комнаты своей, то здесь зависит в большей степени от него, так как он может немножко себя обслуживать, но родственники создают ему уют. Если пациент совсем постельный, то здесь все зависит от родственников. Как они сделают, как они приложат силы, чтобы минимизировать риски осложнений, от этого будет все, тут уже на родственников падает вся нагрузка. Вот именно про это и идет речь, чтобы создать условия, которые будут комфортны пациенту и родственникам вокруг него. Чтобы не было такого, что вся жизнь в доме меняется, и вокруг только одной кровати с пациентом все крутится. Нет. Жизнь у всех продолжается, и вполне, поверьте, можно жить и коммуницировать. Комфортно будет и ему создать отдельное помещение с хорошим светом и всем остальным расположениями, где он будет себя чувствовать комфортно. Это очень важно. Забота о нем, чтобы была у него в голове. И родственники, которые с ним живут, чтобы они понимали, что они могут ходить на работу, приходить с работы. В общем, чтобы было комфортно всем. Это можно сделать, и я в этом помогаю. Хорошо. Я знаю, что ваш благотворительный фонд выиграл грант президента России, да, и реализовал проект «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации». Я знаю, что он вошел в топ-100 проектов по России
Это очень, мне кажется, важно даже вот для нашего региона. Да. Что это вот дает для вас? Он вошел в топ-100 фонда президентских грантов. Это большой грант, это большой фонд, который создан при поддержке президента Российской Федерации. И он помогает реализовать процессы для усиления гражданского общества. То есть, вот наш проект, который мы в 2019 году, он вошел в топ-100 действительно. В ноябре 2022 года я был приглашен в фонд президентских грантов для прохождения обучения в Сколково. Это вот большой центр, знаете, да? И там были другие победители со всех регионов. Мы обменялись мнениями. И очень много проектов, которые сейчас поменяли жизнь в регионе. Вот эти вот маленькие НКО, большие НКО разного формата, они поменяли в своем регионе жизнь к лучшему. Я считаю, что наш проект первый, он тоже это сделал. И вот мы сейчас стремимся, чтобы и второй проект, как продолжение первого, потому что первый реализуется до сих пор, а второй, как продолжение, еще больше оказал эффект и минимизировал риски повторных инсультов или улучшил жизнь людей уже с инсультами на дому. Ну вот версия 2.0 была защищена в прошлом году, да? Да, в 2022 году мы выиграли. В 2022 году участвовали, в 2022 году мы стали вновь победителями. Сейчас вот хорошо, вот если в первом проекте, напомните, пожалуйста, его цели, задачи, вы, насколько я помню, одалживали все то, что было необходимо человеку, перенесшему инсульт. В первом проекте у нас было направлено на пациентов, которые, вот я говорил, постельные, которые требуют ухода, которые не имеют инвалидности, то есть у них нет возможности от государства получить сейчас вот эти все необходимые оборудование медицинское. Мой фонд, он предоставлял в рамках проекта на 3 месяца абсолютно безвозмездно все необходимое оборудование пациентам. И за это время пациенты оформляли их родственники инвалидность. И все им, когда государство привозило все, что мы давали, это все уезжалось следующему участнику проекта. И вот так вот это все функционирует и функционирует до сих пор. И самое главное, что это ведь было на безвозмездной основе. Это было абсолютно бесплатно, это есть до сих пор абсолютно бесплатно. Единственная просьба, кому мы даем, чтобы, пожалуйста, сохраняйте в целости, потому как это вот вы сегодня попользовались, завтра кто-то другой будет. И все. А так все это работает. Электроотсосы, надувные матрасы, противопролежневые. Все это мы предоставляли родственникам. Версия 2.0, что она предусматривает? Версия 2.0. Здесь мы работаем на все категории инсульта и берем родственников. То есть уже информационная поддержка родственников, информирование о том, что с ними тоже может быть, что сделать, чтобы не было, и как жить комфортно с пациентом. То есть мы дополнили, то есть у нас помимо того, что наше оборудование пациенты получают от фонда, это тяжелая форма, я к ним тоже выезжаю. Но есть и люди, которым не нужна наша медицинская кровать, например, функциональная, но у них есть много вопросов, они хотят получить ответы, мы связываемся, я к ним могу приехать, или же они смотрят мои прямые эфиры, я там тоже отвечаю. Единственная разница между прямым эфиром и это, то, что вопрос может быть у них сидеть, я могу его не увидеть во время эфира и не ответить. А когда я приезжаю, вот, я могу прямо на месте сказать, поменяйте это, поставьте сюда, сделайте вот так, вот это будет лучше. А нюансов очень много. Ну, я смотрю, что масштаб у вас действительно очень масштабный, да, проект. И хотелось бы знать, помогают ли вам вот в таком нелегком труде, например, волонтеры или, может быть, врачи, медики, специалисты других направлений? Ну, я скажу так, если заниматься именно школой инсульта, то ей занимаюсь я. Это мой проект, мне это интересно. Я получаю от этого моральное удовлетворение, когда человек слышит меня, когда я ему могу донести мысль, он принимает это и что-то себе меняет. Значит, я уже не зря потратил свое какое-то время на это. Как мои коллеги, они мне, конечно, помогают. То есть вопросов к тому, что мне нужны там, на участники или еще что-то, никогда не вижу никаких препонов. То есть есть поддержка и от руководства больницы, где находится наш стационар, министерства. Все, с этим тут вопросов нет, но занимаюсь проектом я. Хорошо. Кстати, вот во время пандемии вы не прекращали занятия для больных и их родственников, активно перешли в социальные сети. Да. Давайте еще раз напомним адрес, куда можно написать, позвонить, обратиться к вам. В ВК пишите «Доктор Науменко», там увидите мою фотографию, это я. В Телеграме тоже канал «Доктор Науменко». Есть в Телеграме еще канал «Инсульт. Школа инсульта». И есть также у меня мой WhatsApp.
Если кому интересно, он тоже работает. Писать в него можно 24/7. Отвечаю по возможности, но отвечаю всем. 914 2 725 336. Это мой Еще раз номер WhatsApp. повторите, пожалуйста. 8 914 2 725 336. Друзья, если есть вопросы, вы можете мне туда написать. На звонки я не всегда отвечаю, так как занятость есть очень высокая. Но в WhatsApp я отвечу всем. Тех, кто ко мне уже писали, они могут это подтвердить. Если вдруг вы уже с кем-то сталкивались, кто у меня был или на приеме, или участником моего проекта, они это подтвердят. Еще раз обратимся к мифу, да, про инсульт. Вот многие спрашивают, как вы, врачи, относитесь к народной медицине? Ну, То есть, например, принимают лекарства, да, купленные, вот, созданные по народным рецептам и так далее. Я практикующий врач, и в нынешнее время вообще не могу никак относиться с профессиональной точки зрения положительно или отрицательно к этому. Я могу вести терапию только теми препаратами, которые одобрены нашей индустрией. Но по факту, конечно, все это имеет место быть, друзья. Но здесь вы должны обращаться к тому, кто в этом ведает. Если человек... Вот смотрите, уже звонки пошли. Если человек, допустим, травник какой-то, вы понимаете, что он очень грамотный, попробуйте. Но, опять-таки, все делайте только после согласования со своим лечащим доктором. У вас должна быть связь со своим врачом-неврологом или с врачом-терапевтом максимально тесная. Вообще, когда я даю свой телефон пациентам, они говорят, зачем вы даете? Я говорю, потому что мне важно, чтобы вы мне могли написать. У вас что-то, вот у вас есть вопрос, вы хотите получить ответ, лучше, чем у Гугла, меня спросите. Я вам отвечу. Все, вы вопрос сняли. Хорошо. И подводя итог нашей передачи, да, давайте еще раз подскажем нашим телезрителям, радиослушателям, что нужно сделать, чтобы не стать жертвой инсульта. Обратить на себя внимание. Вот чтобы не попадать в категорию пациент после инсульта, профилактика дешевле лечения. Лишний раз сходите, сдайте анализ на холестерин, не просто на холестерин, а на липидограмму расширенную, там, где будет липопротеид высокой плотности, низкой плотности, так называемый хороший и плохой холестерин. Сдайте кровь на сахар, но опять-таки не просто сахар, а гликированный гемоглобин. Посмотрите, нет ли у вас склонности к диабету. Измерьте свое артериальное давление хотя бы несколько раз. Просто поймите, какое давление для вас рабочее. Вы должны его знать. Где-то зафиксируйте это. Напишите это, можете на бумажке и носить с собой в кармане, чтобы вдруг что с вами случится, чтобы люди понимали, от чего отходить. И, конечно же, следите за своей реологией крови. Есть такое выражение «инсульт – это приговор». Вы его опровергнете или поспорите с ним? Я скажу так, что если исход тяжелый у пациента, то есть поражение мозга большое, то приговор относительное слово, но это очень тяжелый восстановительный процесс. Хотя на моей практике были люди, когда восстанавливались очень неплохо. И самое главное, действительно, это вера, это восстановление после инсульта. И в этом могут помочь наши близкие и родные. Да. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Светлана Антонова. Напомню, что сегодня мы говорили об инсульте, о его причинах и о восстановлении после этой болезни. Всего вам самого доброго, до свидания и не болейте. До свидания.